Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Врачи ожидают наплыв желающих получить вакцину. Глава Якутии проверил работу пунктов вакцинации в торговом центре Туймада и Якутской городской больницы номер 3. Определить свои сильные стороны, зоны роста и получить рекомендации по развитию. Стартовал первый отборочный этап республиканского конкурса «Таланты Якутии». 7 медалей, в том числе высшего достоинства. Якутские спортсмены успешно выступили на всероссийском турнире по вольной борьбе. 287 человек заразились коронавирусом в Якутии за минувшие сутки, сообщает Оперштаб. Из них в Якутске 142, в Алданском районе 16 случаев заболевания, в Мирнинском 14, в Жиганском 10 случаев, в Усть-Алданском и Хангаласском районах по 8, в Мегино-Кангаласском, Эмиконском и Оленёкском по 7, в Булунском, Нижнеколымском, Нюрбинском, Алекминском районах по 5 случаев заражения. Еще в 14 районах от 1 до 4 заболевших. Глава Якутии проверил работу пунктов вакцинации в торговом центре Туймада и Якутской городской больницы номер 3. Также Айсен Николаев ознакомился с работой колл-центра медучреждения. Там работают 22 линии, в течение дня поступает примерно 1500 звонков. По словам медработников, в пункте в ТРК Туймада ежедневно прививается по 50-60 человек. В Якутской городской больнице номер 3 за выходные почти 280 человек. На текущей неделе объявленные нерабочие ожидают около 700 человек ежедневно. Главный врач больницы Светлана Давыдова отметила, что с введением системы QR-кодов количество желающих поставить прививку резко увеличилось. Темпы вакцинации выросли в 2-3 раза. Как бизнесу избежать штрафов за отсутствие QR-кодов у посетителей? Для удобства граждан и предпринимателей Минцифры России представила новый механизм проверки QR-кодов – мобильное приложение госуслуги «Стоп-коронавирус». С его помощью можно проверять подлинность сертификата вакцинированного или переболевшего ковидом, сообщает официальный сайт Минпреда региона. Отмечается, что в России есть два достоверных источника информации – Минздрав и Роспотребнадзор. Если приложение обнаружит QR-код, данные о котором отсутствуют в реестрах, оно выдаст ошибку. Приложение госуслуги «Стоп-коронавирус» доступно всем пользователям с подтвержденной учетной записью на портале госуслуги. Медицинские учреждения Якутии с 30 октября по 7 ноября будут работать в штатном режиме. Ограничения коснутся только профилактических осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения. Без изменений в графике работы будут принимать учреждения, оказывающие экстренную медицинскую помощь населению. Это станция скорой помощи, экстренной офтальмологии и стоматологический центр по острой боли. Они продолжат работать в круглосуточном режиме. До поликлиник доведено, чтобы они усилили неотложную помощь и выездные формы работы для температурящих и граждан с ОРВИ. А детские поликлиники также будут, да? Тоже? Это касается всех медицинских организаций. Но где-то они будут свои графики составлять, да? Какое-то время, где-то укорачиваться ему, да? Да, они имеют право вносить коррективы, но согласно приказу 1, 3 и 5 помощь специалистов должна быть организована в полном объеме. Остальные коррективы они имеют право вносить. К другим темам. Команда из поселка Айхал Мирнинского района победила в марафоне «Женские инициативы в развитии территории». Выявили лучшие практики по созданию эффективных механизмов динамичного развития моногородов, решению социально-экономических проблем муниципалитетов, реализации программ поддержки предпринимательской и гражданской активности. Якутский монопоселок Айхал по инициативе сотрудниц администрации, волонтеров, предпринимателей принял активное участие в марафоне. Активистки Айхала выпустили подкаст «Женщина Севера», издали молодежный дайджест, провели фотовыставку и другие мероприятия. Главным символом поселка считается ромашка. В связи с климатическими изменениями ромашек становится меньше. Более 10 айхальских семей поддержали акцию «Айхальская ромашка-2021» и посадили цветы на клумбах поселка, рассказали организаторы. А главными персонажами Хэллоуина этого года стали герои фильма «Игра в кальмара». На Тайване в наряды надзирателей оделись 10-летние дети. В Австралии на 4-метровую куклу-убийцу пришли посмотреть сотни поклонников сериала. Подробности далее.
Тысячи гонконгских гуляк собрались в районе Лан Квай Фонг в центре ночной жизни города в субботу. Популярными в канун Хэллоуина оказались костюмы из сериала «Игра в кальмара». Хит Netflix вдохновил на создание множества образов из фильма, в том числе охранников, конкурсантов и куклы-убийцы. В район были направлены усиленные отряды полиции, которые просили людей соблюдать правила социального дистанцирования в рамках политики Гонконга «Нулевой ковид». В городе действуют одни из самых строгих в мире ограничений на передвижение, благодаря чему там практически нет заболевших коронавирусом. После такой долгой паники каждый может выйти и повеселиться, сказал участник шествия Джеки Тэм. Подобная тенденция наблюдалась на ежегодном параде в честь Хэллоуина в Тайбэе на Тайване. Среди ряженых героев игры в кальмара было много детей младшего возраста, разрешенного для просмотра шоу. Одна группа даже принесла с собой реквизитный гроб. «Это просто для развлечения. Мой ребенок не совсем понимает, о чем идет речь в сериале», сказала одна мать, чей сын хотел нарядиться как персонаж сериала после просмотра краткого обзора на YouTube. Но дети из другой группы, которым на вид было около 10 лет, с удовольствием делились тем, что увидели в фильме. Тысячи поклонников игры в кальмара собрались в гавани Сиднея в воскресенье на Хэллоуин, чтобы увидеть 4,5-метровую копию знаменитой куклы. По заказу Netflix она была размещена перед мостом Харбор-Бридж и оперным театром. Копию окружали охранники в масках, одетые в розовые комбинезоны. Когда кукла произносила «красный свет, зеленый свет», она поворачивала голову, чтобы показать красные глаза. Многие отправились в центральный деловой район в воскресенье только для того, чтобы посмотреть эту достопримечательность. По данным Netflix, крупнейшего в мире потокового сервиса, игру в кальмара посмотрели 142 миллиона зрителей с момента ее дебюта 17 сентября, что прибавило стриминговой платформе 4 миллиона 380 тысяч новых подписчиков. Возвращаемся в наш регион. Стартовал первый отборочный этап республиканского конкурса «Таланты Якутии». Как сообщили в Минмоле, участников отборочного этапа ждут 9 увлекательных диагностических тестов, пройдя которые они смогут определить свои сильные стороны, зоны роста и получить рекомендации по развитию. Задание необходимо выполнить до 4 ноября. Личный кабинет находится на портале команда.сахагов.ру. Каждому участнику на электронную почту отправлено письмо с ссылкой на портал и инструкции по прохождению тестов. Итоги первого отбора станут известны 11 ноября. В Ленском районе много талантливых детей. Это музыканты, танцоры, художники и спортсмены. А вот детей с особым талантом нужно еще поискать. У героинь нашего сюжета он действительно особый. Влада Шелихова – молодой кутюрье. В свои 16 лет девушка шьет лучше, чем многие швеи со стажем. А Екатерина Гавриш безукоризненно играет на хомусе, освоив игру на этом инструменте сама. О творчестве девочек в нашем сюжете. Всерьез заниматься кройкой и шитьем, совмещая это направление еще и с вязанием, Влада начала с 7 класса. Именно тогда учитель технологии разглядел в девочке талант к 2 вышеперечисленным направлениям. Я еще тогда ее заметила в начальном звене, ну а дальше мы уже стали с ней работать. И у нее пошли хорошо работы творческие, быстро освоила вязание. И первый-то проект у нас был жгутики. Сегодня Влада – участница республиканского и российских конкурсов. У молодой швеи не одна авторская коллекция. Первой появилась коллекция сумок, затем повседневной одежды, после чего дождевиков, которые девушка представила в очень интересном стиле. Эти работы были признаны лучшими в республике. В прошлом году она перешла уже в старшее звено, стала призером, победила с коллекцией. И в этом году она продолжает свою коллекцию одежды, применяя жгутики. Ну, постараемся придумать еще что-то новенькое. Мы сначала для девочки только сделали, задумка у нас сделать и на мальчика комплект, чтобы получилась коллекция. Идеи для своих новых коллекций Влада черпает во всем. В людях, их настроении, в природе, во всем том, на что упадет ее взгляд. Идеи, они возникают из ниоткуда, это вдохновение. Можно просто, идя по улице, обратить на что-то внимание, на тот же цветок, дерево и этим вдохновиться. Данная коллекция, вот эта курточка и также в комплекте были сумки, они были вдохновлены дождем. Надо сказать, что девушка шьет профессионально. Нам она продемонстрировала несколько спортивных костюмов, которые невозможно отличить от изделий известных брендов. Влада – одна из лучших учениц 3D-студии, гордость руководителя, и на нее у педагога большие планы. Сегодня совместно они готовят новую коллекцию для республиканского конкурса, в котором намерены снова победить.
Екатерина Гавриш – еще одна очень талантливая девочка. Она ученица 2-й городской школы. Отличница, танцует якутские танцы, играет на хомусе и очень красиво рисует. С 1 класса мне очень сильно нравилось рисовать. Я решила тогда записаться на кружок. И с первого раза работы были сначала не совсем такие профессиональные, как сейчас. И сейчас я уже могу сказать, что добилась больших успехов. Больше все-таки нравится рисование. Если у меня остается свободное время, то я сижу и посвящаю ему время. С ранних лет девочка проявляла интерес к танцам. С 3 начала ими плотно заниматься. Благодаря своей пластичности в этом направлении сразу стала лучшей. Сегодня она солистка ансамбля якутского танца «Крыку». Катя выступала во многих танцевальных конкурсах, одерживала победу, в «Минуте славы» выступала. Когда она стала больше ходить на танцы, со временем она уже стала одерживать в танцевальных конкурсах победу, такие как лауреат. Ее стали награждать. Она очень ответственная, очень исполнительная. И она даже несколько раз выступала в Москве на сцене, танцевала якутяночку и танцевала другие якутские танцы. Все больше приобщаясь к культуре якутов, Катя решила освоить игру на хомусе. Нашла уроки на YouTube и начала самостоятельно учиться. Сегодня девочка в совершенстве владеет этим музыкальным инструментом. В копилке Кати более сотни грамот, благодарностей, несколько медалей самых высоких уровней. На этом девочка не планирует останавливаться. Сегодня ее работы снова на республиканском уровне, и она надеется на очередной успех. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Далее о спорте. Якутские спортсмены завоевали медали всероссийского турнира по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. Турнир прошел в Красноярске. Сборная команда республики завоевала по итогам турнира 7 медалей, 3 золота, 2 серебра и 2 бронзы, сообщает «Спорт Якутии». Так, первые места заняли Кыскил Семенов, Лев Павлов и Артем Слепцов. Серебро выиграли Айсен Иванов и Николай Хлопков. Бронзовые медали Игорь Матвеев и Нюргун Чукров. По итогам турнира Артем Слепцов признан лучшим борцом. Он в финале одолел Асланбека Улимбашева из Кабардино-Балкарии со счетом 15-11. Население республики, в частности, представителей малого и среднего бизнеса, волнуют вопросы, связанные с возможным введением локдауна. Поможет ли временное усиление ограничений справиться с очередной волной коронавируса? Какую помощь окажут закрытым предприятиям? Ответы на эти волнующие вопросы вы найдете в новом проекте «Якутия Лайв. За и против». Не пропустите острые дебаты с гостями сегодня в 19:15 на телеканале «Якутия-24». Здравствуйте! В эфире первый выпуск программы «Якутия Лайв. За и против». Вот эта неделя, не дай бог, она еще продлится. Неделя – это для предпринимателя это довольно-таки ощутимо. Вакцина разработана на аденовирусном векторе, который был давным-давно разработан, то есть она абсолютно безопасна. Сытый голодного никогда не поймет. Законодательство в области пищевой продукции у нас единое, правильно? Где алкогольная продукция как раз-таки причислена к пищевой продукции. Нужно делать либо полностью конкретно, да? То есть уходить на локдаун, да. полностью закрываться. Вообще, всем сразу. Всем сразу. Мы получили то, что мы получили. И это не локдаун. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.